Мы продолжаем программу «7 дней». Недавно на одном из совещаний президент «Моего сердца» раис Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал глав некоторых муниципальных образований и военкоматы некоторых районов за слабую организацию привлечения контрактников на воинскую службу. Рустам Минниханов подчеркнул, что если работа в этих районах будет продолжаться так же плохо, неизбежны организационно-кадровые решения, как в руководстве районов, так и военкоматов. Не можете, не умеете, не хотите, освободите место и найдите себе работу по силам, жестко подытожил Минниханов. Особо были выделены Нижнекамск, Челны, Центральный и Автозаводской районы, Лениногорск, Зеленодольск, Аксубаево. На этой неделе журналисты средств массовой информации республики при координации республиканского агентства Татмедиа выехали в различные районы республики, чтобы на месте протестировать систему набора контрактников. Съемочные группы республиканских и местных телеканалов, журналисты газет работали всю неделю плечом к плечу. Сразу подчеркну, положительные примеры по привлечению на контрактную службу обнаружили только сотрудники канала «Татарстан-24». Они, безусловно, в республике есть, но ситуация в целом далека от идеала. Первое, что приходит в голову при поиске информации и контактов, конечно же, посмотреть все это на сайте. Оказалось, что на порталах многих районов информацию о контрактной службе не найти, а контакты военкоматов надо искать с особо сильным желанием. Потом найти и перезвонить по другому номеру. Звонок в военный комиссариат Нижнекамска. Добрый день, военкомат? Да. Я хотел бы проконсультироваться по поводу контрактной службы. По адресу ведь звоню. Так. Вы можете свой телефон продиктовать, вам комиссар позвонит. Хорошо, ждите, пожалуйста, сегодня в течение часа где-то позвонит, ладно? Может раньше, может позже, просто уж максимум говорю время, ладно? Буду ждать, хорошо. Ага, все, спасибо, до свидания. Было бы удивительно, если бы военный комиссар сам позвонил неизвестному будущему контрактнику. Звонка от Нижнекамского военкома, конечно же, не было. Следующая попытка — Набережные Челны, военкомат Центрального и Автозаводского районов. Приемная военного комиссара, здравствуйте. Здравствуйте. Хотел узнать по поводу контрактной службы, как можно заключить контракт у вас. Запишите, пожалуйста, номер. И еще есть номер в Рыбной Слободе. Там у них еще доплата будет 100 тысяч. А почему там доплата будет? Это к ним, пожалуйста. Почему из Набережных Челнов отправляют в Рыбную Слободу, осталось непонятным. Вот военный комиссариат Зеленодольска никуда не отправляет, а создает условия для потенциальных контрактников. Здесь идет капитальный ремонт. По этой причине военный комиссар города не стал публично делиться информацией о состоянии компании по набору на контрактную службу. Мы попозже сделаем, вот ремонт закончится, я вас сам приглашу. Причем тут ремонт-то? Да? Ну смотрите, что творится здесь. Ну еще и потому, что было необходимо согласование с военкоматом республики, которое, как известно журналистам, быстрым не бывает. У себя, да, пожалуйста. От МВ я без разрешения никак не могу. Дежурных сотрудников Зеленодольского военкомата мы заметили не сразу. Лишь на выходе увидели в окошке людей. Пытались пообщаться. Можно коротенький вопрос. Мы с ТНВ из Казани вот делаем сюжет по набору службы на контракт. Часто приходит, не приходит в последнее время. Зайдите к комиссару. Вот если я простой человек, хочу. Зайдите, простые люди у нас не направляются к начальнику, а потом уже к комиссару. Слова дежурных, в принципе, правильные. Кругом ремонт, людей разных много, всех не углядишь, а тут еще и с камерой пришли. Но вопрос, как рядовой гражданин, пожелавший узнать о контрактной службе, может найти нужную информацию, остался опять же открытым. Само собой, когда кругом строители, не до вывесок и указателей с нужным направлением. С наружным наблюдением за зданием все в порядке, дежурные полицейские бдят. И местные жители знают, где можно записаться на контрактную службу. В военкомате. В военкомате, наверное. А где еще? Больше негде. Военкомат? В военкомате, наверное. Вот какая-то информация в городе есть вообще, какие-то щиты, там, объявления, что-нибудь? Я что-то не видел. Как известно, реклама – двигатель. Чтобы человек что-то захотел, он должен как минимум знать о том, что ему предлагают. А если нет активного предложения, то и спрос соответствующий. Мы заглядывали в магазины, покатались по центральной части Зеленодольска и его окраинам, обнаружили 2 щита с призывом присоединиться к своим, за которыми страна. Правда, в местах не сильно с дороги заметных и без конкретной информации, куда именно обращаться, кроме как по известному всей стране номеру 117. Не нашли мы какой-либо информации о наборе на контрактную службу и в самых людных пешеходных местах, тех же магазинах, на рынке, автовокзале.
Вот, кстати, волонтеры, помогающие в поиске пропавшего пожилого человека, завесили объявлениями с обращением к добровольцам, готовым участвовать в поиске. А добровольцы, готовые заключить военный контракт, судя по всему, чаще всего заходят в здание администрации. Только здесь мы увидели множество листовок с номерами телефонов и относительно подробной информацией об условиях. Сегодня на территории района уже порядка более 100 человек уже отправлены, порядка 50, наверное, человек уже в раздумьях и тоже готовится отправиться на фронт. Также хочу добавить, что по состоянию на 31 октября от Зеленодольского района отправлено на фронт порядка уже 60 тонн гуманитарной помощи. Местная администрация помогает семьям военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, и самим бойцам. Кроме общепринятых мер поддержки, есть и конкретная, адресная. На сегодня от семей поступило порядка 169 обращений, 143 из них решены, остальные находятся на рассмотрении. Нет никаких сомнений в том, что семьям участников специальной военной операции и самим военнослужащим помогают в каждом районе. Главы районов сами ездят с гуманитарными колоннами. Не исключение и Лениногорск. А вот найти здесь ответственного за прием на контрактную службу в военном комиссариате оказалось делом более сложным. После обеда, а обед у вас за скольки? То есть к часу нужно пойти, да? Или к 2? Обещаю. Она ничего не сказала, она тут ключи оставила и уехала. Как раз повезла ребят заключать контракт. Сегодня она еще и к тому поедет. То есть может сегодня и не быть. Да. Кое-какую информацию, впрочем, раздобыть удалось. Из нее мы приходим к выводу, что быстрее все оформить будет в Казани. В среднюю неделю проходите медкомиссию, и затем подписываете контракт. Мы в соседних городах, у нас представители приезжают. Может быть, на следующей неделе к нам приедут вот так вот. У нас здесь заключите контракт. Потом мы формируем личное дело, все это комплектуем, увозим в Казань сами. Затем, когда вы подпишете контракт, у вас есть неделя на сборы. На заключение контракта тоже везем, и в Казань на отправку тоже везем. Найти информацию о предложении пройти контрактную службу здесь тоже дело оказалось непростым. На улицах не нашли, может, не там искали. А где у нас есть? Не знаю. Я тоже не знаю. В магазинах висят, а так что в городе нет. Ну, я здесь не замечал, кажется. Вот сейчас я прошелся, нет. В центре города и черте города особо нет, не видел такого. Но при въезде и при выезде, да, они были. В магазине увидели у контрольных весов. Впрочем, и здесь указан казанский номер телефона. Словом, вывод такой. Нужно иметь очень сильное желание заключить контракт на военную службу, чтобы в обозначенных нами районах это сделать. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников, Булат Абдульманов, Рамиль Шайдуллин, Рамиль Галиуллин, Алмаз Зиаддинов. 7 дней.